2022 год культурного наследия народов России. Для Тувы прошел особенно ярко и плодотворно. Центр народного творчества провел пресс-конференцию об итогах работы. Самыми яркими мероприятиями уходящего года стали два наших грандиозных больших проекта. Это фестиваль «Колыбели», «Колыбель моя Калай», который поддержан грантом Президентского фонда культурных инициатив и Министерством культуры Республики Тыва. Фестиваль пробудил, поднял интерес к традиционной колыбели. Мастера начали принимать заказы. Вообще родилась идея создания сувенирной продукции Калай как символ семьи, материнства и детства. И стал вопрос, у нас поднялся даже вопрос о придании тувинской колыбели Калай особого статуса. А в сентябре мы провели второй уже большой проект, наш межрегиональный фестиваль этнических праздников и обрядов «Встречи в центре Азии». Фестиваль этнических праздников и обрядов «Встречи в центре Азии» стал самым масштабным мероприятием года. Заявлено более 300 участников. Приехали творческие коллективы из Кузбасса, Красноярского края, Иркутской области и Хакасии. Гости смогли увидеть шаманские обряды сан-салыр, освящение шаманского древа, прошение долголетия. Было представлено 12 этнических праздников разных народов России, а на ярмарке показали изделия народных мастеров. Творческие коллективы покорили сердца зрителей тувинским хаумеем. И это только малая часть программы. Фестиваль сплотил народы Сибири. Мы смогли обменяться опытом с соседними регионами и показать нашу Туву как этнический самобытный регион. Настоящим прорывом года стало выступление женской вокальной группы народного ансамбля песни и танца «Улугхем» на российском фестивале «Мир Сибири». Коллектив «Улугхем» под руководством Аржаны Даспан за это выступление получил гран-при фестиваля «Мир Сибири». В этом году открылись и новые имена. Юный Наир Лапчар победил в международном конкурсе искусств «Первые ласточки-2022», став восходящей звездой тувинской эстрады. Руководство Центра народного творчества считает этот год весьма плодотворным. Успехи были и в сфере танцев, моды, музыки. Тувинские имена звучат как на региональных, так и на российских конкурсах. Надеемся, что в 2023 году участия будет еще больше, потому что мы считаем очень важно, чтобы тувинская культура все больше и чаще показывалась на всероссийских, на международных фестивалях и конкурсах. Ну, наверное, многие замечают, что сейчас очень много, по соцсетям приняли участие те-то, и если наши коллеги участвуют, почему-то обязательно либо гран-при, либо первое место обязательно, как говорится, обеспечено. Вот это нас всегда радует. На достигнутом нельзя останавливаться. Следующий год обещает быть не менее насыщенным. Впереди ждет шага. В новом году откроются ярмарки «Тыва керамика», выставка кузнечных изделий, предметов из кожи. В феврале стартует конкурс национальной одежды «Узорчатое наследие». Продолжится инклюзивный семейный конкурс «Мы можем» и многое другое. Самым главным, наверное, мероприятием 2023 года будет наш традиционный фестиваль «Тыва Песнярдейс», который проходит раз в 2 года. Фестиваль будет приурочен, скорее всего, к Дню народного сплочения, вот как наш год, глава объявил год, предстоящий году народного сплочения. Скорее всего, мы приурочим к этой теме. И плюс, наверное, под темой будет юбилей восстания
60 благодарей, да, Адаматовну. Если судить по итогам, год культурного наследия удался. Надеемся, что следующий 2023 пройдет также ярко и подарит новые эмоции и впечатления. Мария Стручкова, Культыгина Шина, 108 канал.